покажу, как переместить лицо с одного фото на другое. В этом видео мы будем перемещать лицо Медведева Дмитрия Анатольевича на лицо Владимира Владимировича Путина. Так, приступим. Для начала нужно выделить лицо. Для этого можно использовать инструменты лассо, быстрое выделение, либо же перо. Я выберу перо и выделяем лицо. Можно не очень аккуратно. Последствия можно исправить ластик, образовать видимый отблеск, сглаживание 0 пикселов. Окей. Инструмент изучения и перемещаем на фото с Путиным. Теперь нам нужно подогнать. И прозрачность уменьшаем 50%. Так, нажмем Ctrl+T. Нажимаем Shift, чтобы сохранить картинку. И подгоняем все. Так, оставляем его. Примерно вот так. Непрозрачность ставим. Окей. Берем ластик, жесткость 100%. Обязательно ставим. И стираем то, что нам нужно, чтобы ластик линию лица подравниваем. Все. Теперь нажимаем Ctrl, берем на первый слой, выделение, модификация и сжать. Сжать на 5 пикселов. Окей. Теперь мы переходим на фон с Путиным. Жмем Delete. Так, если стоит замок, то кликаем 2 раза. Окей. Теперь жмем Delete. Все. В принципе, все готово. Переходим на верхний слой. Жмем Ctrl. Жмем первый слой. Редактирование. А теперь осталась фотошоповская магия. Автоналожение слоев. Панорама. Главный переходит в этой тон. Окей. Жмем Ctrl+D. И получается у нас такая фотка. Чтобы объединить два видео, жмем Ctrl+V на клавиатуре. И чтобы подравнять цвета, можно нажать Ctrl+L. И тут можно будет цвета маленько подобрать. Светлее, темнее. Канал. Вот, можно потемнее сделать фото, посветлее, можно совсем черным. Я оставлю так. Окей. Теперь, если у нас остались вот такие вот линии, это не совсем хорошо, видно, что наложено. Берем инструмент точечная восстановительная кисть и сравниваем потихонечку, вот так маленькими движениями, кликами сравниваем, чтобы этого ничего не было видно. Удаляем. Ну и в принципе готово. У нас теперь получился вот такой вот новый человек. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Желаю удачи.